Согласно преданию, основатель рода получил особые знаки от самого Чингисхана. И в предании сказано, что Чингисхан сказал: «Эй, Кераид-би, пусть твоим деревом будет липа, птицей гусь, боевым кличем бурай». Вот. В гербе мы можем увидеть, собственно говоря, дерево, липу, птицу, гуся, стоящего в особой позе, защищающей такой позе, показывающей, что эта птица, она является не просто символом, но и таким талисманом, оберегом своего рода, защищает его. В ветвях же дерева мы видим еще одну птицу. Это ворон. На самом деле род Гирей — это, наверное, сейчас единственный род, имеющий герб с двумя птицами. Так почему же вторая птица там появилась? Дело в том, что само слово «гере» восходит к монгольскому «кере» — «ворон». И таким образом птица ворон в гербе указывает на имя рода, делая таким образом герб гласным. Также рядом с деревом мы видим тамгу, которая обыграна в виде стремени, символа, подчеркивающего особенности кочевого образа жизни предков современных гирейцев. Вот, боевой клич «Эд-буре» мы видим на девизной ленте. Вот. И традиционно герб дополнен бессословным шлемом, традиционным элементом герба, а намет выполнен в виде кольчуги, подбитой тканью. Таким образом, герб рода Гирей, с одной стороны, традиционный, он содержит в себе те же самые символы рода: и дерево, и тамгу, и птицу, и клич. С другой стороны, он уникальный тем, что он гласный. Вторая птица, ворон, указывает прямо на название рода, таким образом подчеркивая его историю, культуру, своеобразие.